флота. Дорогие друзья, вот и снова мы вместе отмечаем наш главный праздник, День воздушного флота. Об этом празднике, наверное, лучше будет сказано стихами. Я написал к этому дню, исполняется впервые. Это стихотворение о нас с вами, друзья. Всю ночь мне снилась авиация, и кто-то звал издалека, как будто старенькая рация во тьме искала связняка. И так хотелось бы откликнуться, поговорить о том, о сём, как нелегко бывает свыкнуться, что авиация в былом. Для нас закрылась навигация, в воздушных гаванях страны не отпускает авиация. Мы ей все еще больны. Мы прочно к прошлому прикованы, и это словно ворожба. Годами бурными, тресковыми не обделила нас судьба. Жизнь наступала все напористей, приобретая смысл и вес, и было в ней немало горестей, и было счастье до небес. Жизнь пролетела громыхающе, но не успела надоесть. Друзья, приятели, товарищи, мы все еще на свете есть. С праздником! Друзья, сегодня у нас присутствует, слышно меня, да? Сегодня у нас присутствуют офицеры России, и вот сейчас руководитель региональной организации офицеры России, подполковник авиации, пилот, летчик первого класса, военный летчик первого класса, командир отдельного отряда вертолета в Афганистане Туров Владимир Валентинович вручает награду. Он сегодня будет вручать награды 70 лет победы детям войны. И первую награду такую вручается Юхину Валерию Николаевичу. Удостоверение к этой медали и поздравление ветерана войны, героя Советского Союза, генерал-полковника Зарубина Юрия Федоровича. Нашей организации почитайте. А все это вот сюда, в файле. Сейчас с поздравлением выступит главный авиационный начальник Коми, в республике Коми, всем нам известный и горячо любимый Сергей Михайлович Полецкий. Я надеюсь, что он не будет очень многословен. Уважаемые ветераны, дорогие коллеги, что хочу сказать. Федосеевич говорил, вот говорит, десантники дружно отмечают, еще что-то, но у них 2 августа только праздник, поэтому они дружно все выходят на улицу. Мне постоянно раздаются звонки и так спрашивают, сколько все-таки у вас праздников? В феврале вы празднуете, в ноябре там что-то празднуете, 7 декабря празднуете, в августе 12 числа, 3 воскресенье и 18. И каждый раз приходится объясняться, что это немножко разные праздники, потому есть День корабельной авиации, День дальней авиации, много-много каких-то, День авиации и космонавтики. Все это, конечно, праздники, они не случайные, вот, просто так праздники не возникают, поскольку большинство праздников, которые действительно отмечаются в авиации, они связаны с тем трудом, который овеян славой, с теми завоеваниями, которые действительно имели место быть и в части авиации, и космонавтики, вот, и в плане создания новых видов и войск, и вооружений, и гражданской авиации в том числе, поскольку гражданская авиация это составляющая была общего целого, которая тоже работала на победу. И День воздушного флота СССР
Вот здесь стоит заставочка, обратите внимание, День воздушного флота России. Это тот праздник, который мы отмечали 16 числа, а сегодня День воздушного флота СССР. Вот, и действительно, в мозгах обывателей это не всегда укладывается. В любом случае, я что хочу пожелать? Прежде всего ветеранам это здоровье. И чтобы каждый из вас почувствовал, узнал, осязал на себе, что вот возрождение былой мощи и престижа авиации где-то вот уже не за горами. Мы в это верим, мы все делаем для того, чтобы это было. А на самом деле я всегда говорю, что ветераны — это поколение созидателей. Мы всего лишь пытаемся сохранить то, что осталось от того, что вы создали. Вот наша задача — сохранить и на этой основе где-то при возможности, когда экономика будет позволять, начать развивать. Вот сейчас с Пономаревым, генеральным директором Комитранс, разговаривали на прошлой неделе, в пятницу, он сказал, что планируется приобретение очередного самолета Embraer, и рассматривается вопрос внесения изменений в сертификат эксплуатанта, изменения условий эксплуатации и начала международных полетов. То есть они планируют стать на маршрут Санкт-Петербург-Амстердам, то есть начать выполнять полеты в Европу. Вот. Но это, я считаю, что шаг вперед, а в целом каждый из нас должен почувствовать со временем, я надеюсь, что действительно авиация жива, продолжает свою деятельность, и мы часть этой авиации, поскольку мы ее любим и все делаем для того, чтобы она была и развивалась, хотя бы сохранялась на сегодняшнем этапе. Дай Бог вам здоровья, и действительно, чтобы вот этот праздник, 18 августа, День воздушного флота СССР, всегда был в душе каждого тот, кто работал и кто созидал, вот, и кто создавал эту авиацию, и вот за вас. Дай вам Бог здоровья. Я думаю, что первый тоже за каждым столиком, ну хотя бы не первый, там, не знаю, традиции у каждого разные, чтобы действительно за возрождение былой мощи и престижа граждан воздушного флота и авиации в целом такой тост прозвучал. Спасибо. Эдуард Николаевич, заслуженный пилот Советского Союза, награждается медалью 70 лет Победы и Дети войны, и второй медалью за службу в военно-воздушных силах. Эдуард Николаевич, прошу вас. Поздравляю вас с Днем воздушного флота СССР. Ну и Россия, наверное, тоже. Россия правопреемник СССР. Слава ветеранам! Медали 70 лет со Дня Победы и Дети войны награждается заслуженный пилот СССР Кузнеченко Роберт Максимович. Максимович, здравствуйте. Поздравляю вас с праздником и вручаю медаль 70 лет Победы. Ну и поздравления Героя Советского Союза. Дорогие друзья, очень приятно видеть очень много знакомых лиц, потому что и хор «Авиарябинушка» с нами активно очень сотрудничает. Очень много приятных, добрых минут мы принесли жителям Республики Коми. И, конечно же, мы хотим поздравить вас с Днем авиации. К сожалению, сегодня многие достижения, которые мы так вот ходили в гости к нашему товарищу Шульгину, мы видели, насколько авиация, даже на российском уровне, Коми-авиация была примером образцового развития. Сегодня о многих вещах нам приходится говорить про Embraer, говорить приходится про, что это все было в прошлом.
К сожалению, это так. Но тем не менее, те ветераны, которые сегодня присутствуют здесь, они сделали все возможное. Они имеют право гордиться тем, что они были в то великое время, что они тогда действительно нашу комби-авиацию прославляли на всей территории нашего Союза. Ну и, конечно же, большой поклон, большая благодарность за вашу работу. И главное, что авиаторы, они такой живучий и страшный народ. Многие из вас, уже имея годины, остаются такими же жизнерадостными, такими же активными, такими же подъемными на все подвиги, на все наши мероприятия. И вообще, это молодцы. Поэтому я хотел бы с большим удовольствием вручить медаль. Медаль со смыслом. Дело в том, что победа в Великой Отечественной войне была очень сильно связана, конечно, с переломным моментом, когда включилась авиация. Именно она во многом определила исход той самой страшной войны. Именно авиаторы внесли огромный вклад во многих сражениях в Великой Отечественной войне. Поэтому мы хотели вручить медаль именно годовщины нашей победы над фашистской Германией. Я прошу сюда подойти и вручить памятную медаль ЦК КПРФ «70 лет Победы» Бобылеву Юрию Александровичу. А поздравлять будет я с экрана вместе с моими товарищами. Поздравляю вас. Три раза с огромным удовольствием мы посетили музей авиации, так бережно хранимый его, что называется, хозяином. И с таким неравнодушием всегда рассказывает нам о коме авиации, что мы не могли наградить Шульгина Валентина Михайловича. Еще один человек, который у нас, наверное, самый бодрый, самый, ну все вы его знаете, у нас кличка у него Кузьмич. Сисько Станислав Кузьмич. Хорошего вам вечера, приятных воспоминаний, приятных, добрых встреч. Всего доброго, до свидания. Войны и воевала в штурмовом авиаполку. Да здравствует ветераны!
участница войны с Прометеем Чисталевым, которого многие знают, заканчивали войну в 30-м штурмовом авиационном Рижском полку. Наши самолеты летали бомбить Берлин, и я все время говорила, ну когда же я полечу? Я радисткой была, запасной. Когда же я? Они говорят, вот убьют радиста, тогда посадим тебя и полетишь. Ведь понимала, 18, там 20 лет возраст был. Я могу погибнуть в последние дни войны. Пусть, так пусть говорят, погибла в последние дни войны во время бомбежки Берлина. Вот какие мы были. Мы не жизнь свою берегли, мы стремились для Родины сделать все, что могли. И сюда я пришла в надежде, а вдруг кто-то из моего 30-го шарп здесь в публике и сидит. Думаю, женщина, тут большинство летчики, эти мужчины, а будучи девчонкой в школе, я мечтала быть летчицей. Очень смелая девчонка была, спортсменка, на все готовая. И вот такую награду получить для меня было неожиданно, но очень приятно. Спасибо. Всего доброго всем. И нам
нам завещали жить счастливо с миром, в шинелях пробитых прикрытым орденам. И мы обещали, коснувшись мундира, что честь не уроним отцовских наград. Вы будьте спокойны, отцы и командиры, наказ не забудет наш летный отряд. Мы вместе учились и вместе взрослели, и вместе поднялись с тобой на крыло. Спасибо инструкторам, что нас учили, и нам передали свое ремесло. Летали на Анах, летали на Илах, последнее время на маленьких тур. Спасибо конструкторам разных фамилий за птиц быстрокрылых, что нам по натуру. И в знойное лето летаем мы в Сочи, и в лютую стужу на Рильскую руду. Средь белого дня и в полярные ночи, на юг и на север, на стройку в тайгу. Простите нас, люди, мы вас огорчаем, на северный город наехал туман. Подолгу в вокзалах на креслах скучая, вы нас извините порой за обман. Вот руки в ладони застыли на малом, ждем мы на старте добра у земли. Накрылась полоска приземным туманом, надо взлетать, но не видно низги. Но вот просветлело, звенела турбины, механик вещает на взлетном держу. Рванула со старта стальная машина, и в небо лансилась, подобно стрижу. Легли на курс, эшелон свой набрали, погасло давно, пристегните ремни. В салоне спокойно, девчата привстали, и всем предлагали услуги свои. Руки наш промокнул, внимание, штуку, взгляни-ка в локатор, что там впереди. Что-то внизу закружилось бурно, а выше все темно, не видно языки. Окружился светом локатор весь белый, фронтальная нас обложила гроза. Штурман ответил, серьезное дело, у нас уже нету дороги назад. Нашли мы просвет и в него проскочили, хлопок услыхал пассажир молодой. Спросил стюардессу, что там случилось? Я слышал удар у себя под ногой. Она отвечала с улыбкой милой, спите спокойно, ведь скоро рассвет. К работе своей и подруги любимой мы в срок вас доставим, сомнений нет. Да мне показалось полоска, и сразу огни поспешили ее осветить. Раздалась команда по внутренней связи, готовность к посадке сию доложить. Вот ты промелькнула и тут же коснулась, колеса чуть слышно родимой земли. И нам на перроне тепло улыбнулись земные трудяги. Друзья, и вновь через сутки, забыв про напасти, явились воздушную пахать. Но с милой улыбкой главбратица счастья сказала, товарищ, пора отдыхать. Но долго трудился, часов не считая, возьми-ка путевку и съезди на него. Твой рапорт подписан, начальство все знает, вам дети и внуки на смену идут. Ну что ж, я не спорю, сейчас отправила, что вам наступить подоспела пора. Сынишка, ты слышишь, в учении сила, и ждут тебя в скором погоне отца. Где поднялись жар птиц эскадрильи, я слепым смотрюсь на ностальгией в Москву. Я их узнаю по стремительным крыльям, вон Ан, вон Ирвы, вон шустрые тут. Дают людей, работят ветеранов, по разным причинам такая судьба. Помянем же тех, кого нет уже с нами, но в памяти нашей они навсегда. Я всем нам желаю, с кем вместе трудились, доли достойной, здоровья, добра.
наполним бокалы за счастье России, а всем, кто имеет надеть ордена, мы вновь соберемся, но не для полета, очистим медали, значки, ордена. За доблесть и славу воздушного флота поднимем бокалы и выпьем до дна. За доблесть и славу воздушного флота поднимем бокалы и выпьем до дна. Друзья, сейчас будет выступать хор «Авиарепинушка». Но поскольку музыкального руководителя нет, то дирижировать буду я. Голос. Друзья, мы решили начать песню, наш концерт начал с песни, называется «Песня друзей», поскольку мы все друзья собрались. А запевать будет Василий Пахомович Михайлов. У него это хорошо получается. Итак, Вася, поехали.
Молодцы. А сейчас мы поем для вас песню, которая была написана в 1949 году, когда еще о планетах не мечтали, но уже пели. И называется она «Вы люди большого полета». Команда на взлет, как пароль за облачных высот. Наши уходят дороги от земных незаметных пород. Небо голубое, старший летчика своего. Небо доброе и злое, голубое. Были боли и грозы и лед, но звала команда нас на взлет. А мы бывали в таких переделках, лишь летавших в цвета полет. Небо голубое, ставшее летчика своего. Небо доброе и злое, голубое. А быть может и год прозвучит в эфире вам на взлет. Всей своей боевой эскадрильи мы уйдем в межпланетный полет. Небо голубое, ставшее летчика своего. Небо доброе и злое, голубое.
не может не летать. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Решительно и смело, прозрачно в воздухе моем, конечно, он не карамелла, но очень тоже самолет. Опять приходится прощаться, и небо разойдет опять. Земля не может не прощаться, и вот не может не летать. Земля не может не прощаться, и вот не может не летать. Летают крыши городские, сильнее шлют приметы мне. Остающиеся такие, со всей землей наедине. Опять приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Что здесь ничто не спорит я. Ты у меня возьми, что хочешь, но только крылья мне оставь. Опять приходится прощаться, и небо зовет опять. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Земля не может не вращаться, и вот не может не летать. Ты летишь, и тебе нравится.
желаю, чтобы вы, ваши близкие и знакомые, родные были всегда здоровы и счастливы, и чтобы в ваших сердцах всегда царила любовь. И следующая песня о любви. медалью и деньгами в размере 2400 рублей. Вручить поздравления Попову Валерию Львовичу, ветерану Афганской войны, бортовому авиационному технику. Он служил не только в Афганистане, но и в пограничных войсках на севере. С праздником, Валерий Львович! Громче? Пожалуйста. Дай мне руку, помоги подняться. Мне, братишка, вновь не повезло. Чем теперь с душманами сражаться? Автомат мой в щепки разнесло. Что ты умываешься слезами в нашей роде слабых не найти? Что-то трудно у меня с глазами. Дай мне руку, я смогу идти. Пыльные тучи, вертолет садится. Но зачем носилки? Я и сам бы смог. Но его несут и прячут лица. Осторожней, братцы, он без ног. Сейчас перед нами выступит, кто не знает, но нам уже знакомый Вячеслав Иванович Немеров. Он ветеран пограничных войск, участник войны в Афганистане. И к тому же
неоднократный победитель всероссийского конкурса авторской песни. И сейчас по нашей просьбе, потому что нам эта песня очень нравится, он споет вам «Блокпост». Суровые будни войны. Я поздравляю с вашим профессиональным праздником и пожелаю только одного, чтобы всегда светило солнце и под крылом самолетов проплывали только мирные города. А как сказал Федосеевич, мне очень приятно, что вам понравилась песня. После с удовольствием выполню вашу просьбу и спою песню. Ну вот и все, остались я и Андрюха с кострами. В живых на нашем блокпосту среди акаций есть пулемет, есть автомат, есть мой подствольник без гранат. И где-то далеко комбат хрипит в рации. Есть пулемет, есть автомат, есть мой подствольник без гранат. И где-то далеко комбат хрипит в рации. Комбат по рации кричит: всех действовать по плану щит. А нам с Андрюхой все равно, что щит, что меч. Наш лексикон предельно прост. Идет атака на блокпост. Нам не до плана, нам бы голову сберечь. Наш лексикон предельно прост. Идет атака на блокпост. Нам не до плана, нам бы голову сберечь. В горячих скалах черный дым орем, спецназ не победим. Хоть красным стал Андрюхин черный берет, и у него КПВТ уж интонации не те, как говорится, чем богат другого нет. И у его КПВТ уж интонации не те, как говорится, чем богат другого нет. Я посчитал сквозь эту тьму примерно 41. А эта пуля или плен одно из двух. И оба поняли хана, но тут очнулся старшина и матом поднял наш почти упавший дух. И оба поняли хана, но тут очнулся старшина и матом поднял наш почти упавший дух. Я слышу, он орет сквозь дым, сейчас рукопашную дадим. Ядрена сила такого и державы мать. Вот этот черный наш берет, бесплатный пропуск на тот свет для тех скотов, что захотят его сорвать. Вот этот черный наш берет, бесплатный пропуск на тот свет для тех скотов, что захотят его сорвать. А дальше помню, как во сне пришли ребята на броне. Кругом свои, и наша кончилась война. А мы стоим, как дураки, спина к спине, в руках штыки. Акация, блокпост и тишина. А мы стоим, как дураки, спина к спине, в руках штыки. Акация, блокпост и тишина. И что-то говорит комбат, и мы смеемся не в попад. И матерится, как сапожник старшина. Здесь были мы, но не сдались, и пятерых не дождались. Кого-то мать, кого-то дочь, кого-то жена. Здесь были мы, но не сдались, и пятерых не дождались. Кого-то мать, кого-то дочь, кого-то жена. Я поднимаюсь во весь рост за свой расстрелянный блокпост. И сам не верю, что цел и невредим. И белой краской на посту, чтоб было видно за версту, я написал: спецназ непобедим. И белой краской на посту, чтоб было видно за версту, я написал: спецназ непобедим. А людей небо будто за что-то обиделось. Третий день льет и льет
и вокруг непролазная грязь. Третий день нет войны, только нам это все же привиделось. Третий день, как пропавший спецназ, не выходит на связь. Где-то там со свинцовыми тучами небо бездонное. Светит солнце светло и совсем далеко от войны. А в горах коротая тревожные ночи бессонные. Может, помощи ждут и живые еще пацаны. Раскрутились винты, водной пылью обдав на прощание. Круто взмыла машина во тьму, не оставив следа. А с вертушкою ввысь унеслась наша боль и отчаяние. Поселилась в сердцах где-то рядом со словом «беда». Знаем плачущий дождь и недоброе небо колючее, как мы ждали тогда улетевших на поиск ребят. Но вот 30 минут, как закончилось в баках горючее, и понятно, что больше они не вернутся назад. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост. Третий тост. Мы идем над предательски вечно зелеными склонами, где за каждым кустом притаилась беззубая смерть. Над пропитанной горем землей, над бандитскими схронами только знаем, что поздно уже и что нам не успеть. Рвали клочьями тучи надежные сильные лопасти. Эхо сычным раскатом бежало по скалам вперед и пропала на дне черной иглой неистовой пропасти, где на мокрых унылых камнях догорал вертолет. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост. Третий тост. Мы кружили в надежде, что все-таки чудо случается, и что кто-то из них все же жив и махнет нам рукой. Но не так, как хотелось бы нам, в жизни все получается. Хоть жестоко к пилотам судьба, нам не надо другой. Вот такая у нас в этот раз приключилась история. Среди старых, немых, неприступных, обстрелянных скал. Кто-то скажет, война есть война, что ж, конечно, не спорю я. Только пусто пусть будет тому, кто ее развязал. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост. Третий тост. Будем жить за троих, не забудем о них, молча пьем во весь рост. Третий тост. With
замашки, полувоенные фуражки, одет летающий народ. Там неизбежностью была суровых правил диктатура, она крепила, как левюра, косую линию крыла, косую линию крыла. Мы слишком в небе одиноки, и так безжалостна среда. Когда срываемся с земли, там здесь мистическое что-то, обожествляя самолеты, мы как друзей берегли, мы как друзей берегли. Приглашаем. Нет, подожди. От имени хора Авиа Рябинушки, от всего коллектива, мы поздравляем Владимира Валентиновича с юбилеем. Желаем ему всего самого-самого хорошего. У нас уже тесная дружба хора с офицерами России. Присоединяйтесь, кстати, и к нам, и к ним. И от хора мы дарим подарок. Да?
заключительной песни, после этого можно идти.